Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак. В Туркменистане ведется организационная работа по отправке паломников в Мекку и Медину. Туркменистан и Иран обсудили вопросы разграничения Каспийского моря и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак, где ознакомился с ходом строительства второй очереди и провел рабочее совещание с руководителями профильных структур. В ходе визита председатель Государственного комитета по строительству города Аркадак Дерягды Оразов представил информацию о проектах предстоящих новостроек. Отдельное внимание было уделено темпам возведения объектов второй очереди. В ходе совещания хаким города Аркадак Гульшат Мамедова проинформировала о подготовке к национальному празднику туркменского скакуна, к которому приурочено вручение ключей от новых жилых домов отечественным коневодам. В Туркменистане ведется активная организационная работа по отправке граждан, желающих совершить хадж в священные города Мекку и Медину. Управление муфтия Туркменистана координирует все необходимые мероприятия для паломников, а государство обеспечивает специальные авиарейсы во время празднования Курбан-Байрамы, который, согласно президентскому указу, отмечается в стране 3 дня. Об этом муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев сообщил во время рабочей поездки национального лидера туркменского народа. В рамках визита председатель Халк Маслихаты посетил стройплощадку новой мечети, которая сможет вместить одновременно 30 тысяч верующих, включая отдельное помещение для женщин на 5 тысяч человек. В Ашхабаде состоялись двусторонние туркмено-иранские консультации по определению морской границы, разграничению рыболовных зон и дна Каспийского моря. Переговоры прошли в Институте Каспийского моря Туркменистана. Туркменскую делегацию возглавил директор Института Каспийского моря Мурат Атаджанов. Иранскую сторону представил помощник министра иностранных дел Ирана по вопросам Каспийского моря Алиреза Джахангири. В ходе встречи стороны обсудили не только вопросы двустороннего и пятистороннего сотрудничества, но и рассмотрели ряд экологических проблем, связанных с Каспийским морем. Делегация Туркменистана приняла участие в торжествах по случаю объявления города Актау культурной столицей тюркского мира в 2025 году. Город Актау, расположенный на побережье Каспийского моря в Казахстане, принял эстафету культурной столицы тюркского мира от туркменского Анау, который с честью носил этот высокий статус в 2024 году. На торжественной церемонии, проходившей в Актау, присутствовали министры и высокопоставленные представители министерств культуры стран-членов Тюрксой. В рамках своего визита в Женеву вице-премьер Туркменистана Ходжамурат Гельдамурадов провел переговоры с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгозео Коджоевиала. Стороны обсудили текущее взаимодействие и возможные формы дальнейшего сотрудничества между Туркменистаном и ВТО, включая вопросы, связанные с процессом вступления страны в ВТО. Перспективы расширения взаимной торговли и улучшения деловых связей между Туркменистаном и Волгоградской областью были рассмотрены в ходе деловой встречи в Волгограде. Во встрече приняли участие представители делового сообщества Волгоградской области и представители Туркменистана, руководители текстильного комплекса имени великого Сапар Мурата Туркменбаши и Кахкинского текстильного комплекса. Основной темой обсуждения стал вопрос осуществления экспорта текстильной продукции из Туркменистана в Волгоградскую область. Стороны также рассмотрели возможности организации совместных проектов в области текстильного производства. Правительство Китая внесло существенные изменения в правила регистрации брака, направленные на увеличение количества свадеб в стране. Статистика показывает заметное снижение числа браков. Если в 2023 году официально оформили отношения более 7 миллионов пар, то в 2024 году этот показатель упал до 6 миллионов. Обновленное законодательство значительно упрощает процедуру заключения брака. С 10 мая 2025 года гражданам КНР потребуется предъявить только удостоверение личности и подтверждение отсутствия действующего брака и близкого родства в 3 поколениях. Ранее обязательным документом также была книга регистрации домохозяйства, что создавало дополнительные сложности. Важным нововведением стала возможность регистрации брака вне места официальной прописки. Это первое обновление брачного законодательства с 2003 года. В Нигерии мужчина получил 6-месячный тюремный срок за то, что разбрасывал деньги во время своей свадьбы. Суд признал Абдуллаха Мусу Хусейни виновным в нарушении закона о защите национальной валюты.
Как установило следствие, во время праздничного мероприятия подсудимый разбрасывал денежные купюры вокруг себя. По информации комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, Хусейни разбросал около 100 банкнот по 1000 найр каждая, что составляет приблизительно 59 евро. Федеральный судья в Кано квалифицировал эти действия как намеренное унижение национальной валюты и назначил максимально возможное наказание. 11 апреля матчем Ахал-Мерв стартует 6-й тур чемпионата Туркменистана по футболу. На следующий день состоится встреча Алтынасыр-Шагадам, а завершится тур 13 апреля игрой Капидак-Небичи. Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Туркменистана присудил Марийскому Мерву техническое поражение со счетом 0-3 в матче 4-го тура чемпионата Туркменистана по футболу против Балканабадского Небичи. Чемпион Туркменистана футбольный клуб «Аркадак» на выезде уступил кувейтскому Аль-Араби в первом полуфинальном матче Лиги вызова АФК. Встреча, прошедшая в Эль-Кувейте, завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев поля. Ответный матч состоится в городе Аркадак 16 апреля. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.